Заявление, опубликованное Всемирным советом мусульманских общин после посещения Восточного Туркестана в рамках границ, установленных Китаем, вызвало негативную реакцию. В рамках программы, предложенной китайцами, президент Всемирного совета мусульман, который посетил заранее определенные школы, доктор Али Рашид Али Нуайми, сказал: «Мы поздравляем Китай с завершением антитеррористического плана в Синьцзяне. Безопасность и стабильность Китая – это не только национальные интересы, но и глобальные интересы», говорится в заявлении. Абдул-Джалил Каракаш, президент Центра культуры и информации Восточного Туркестана, призвал Совет мусульманских общин не верить китайскому обману и расследовать подлинность этого вопроса. Подчеркнув, что сам визит и последующее заявление вызывают смущение, Каракаш призвал Всемирный совет мусульманских обществ посетить места, которые Китай организовал ранее, а также воспитательные лагеря и тюрьмы. Каракаш также призвал Союз держаться подальше от безответственных заявлений, которые легитимизируют преступления Китая в Восточном Туркестане, чтобы не попасть в ловушку, в которой китайские власти искажают смысл. Сотни уйгурских студентов, получивших образование в Турции, были задержаны китайской полицией и отправлены в концлагерь, заключены в тюрьму или их паспорта были конфискованы, когда они вернулись на родину много лет назад во время каникул. Рассматривая этот вопрос, представитель китайской платформы жертв концлагерей Мирзахмет Ильясоглу сказал: «Турция и другие мусульманские страны находятся в черном списке Китая, и Китай считает тех, кто едет сюда, опасными людьми и даже террористами». В совместном заявлении, опубликованном 11 января Европейским управлением безопасности гражданской авиации и Европейским центром профилактики и борьбы с болезнями, сообщается, что страны ЕС достигли соглашения о новом пакете мер по охране здоровья для рейсов самолетов из Китая. Согласно заявлению, новый пакет мер немедленно вступит в силу для рейсов, прибывающих из Китая в ЕС. Группа депутатов от Свободной демократической партии, партнера правящей коалиции в Германии, посетила Тайвань, находящийся в конфликте за суверенитет с Китаем. В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что в ходе визита, который длился с 9 по 12 января, делегация встретилась с лидером Тайваня Цай Иньвэнем, премьер-министром Су Цзиньчангом, спикером Палаты представителей Ю Сикуном, министром иностранных дел Джозефом Ву и генеральным секретарем Совета национальной безопасности Веллингтоном Ку. На встрече с высокопоставленными немецкими руководителями президент Тайваня Цай Иньвэнь призвал Германию помочь сохранить территориальный порядок. В результате столкновения автомобиля водителя и пешеходов в южном китайском городе Гудэку погибли 5 человек и еще 13 получили ранения. Пока неизвестно, намеренно ли водитель проехал между пешеходами, но на кадрах с момента аварии видно, что водитель продолжил движение после столкновения.